Поистине Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге: «Инна хазал Кур'ана яхди лиллати хия аквам». Поистине этот Коран указывает на самый верный, выверенный путь. А Коран – это стержень нашей религии. То есть эта религия всегда указывает на самый верный, взвешенный путь. И поистине нет такого блага, на которое не указал бы Аллах и Его посланник, мир Ему. И нет такого зла, от которого бы предостерег Аллах и Его посланник. Они нам все разъяснили, все пояснили. Без попустительства, халатного отношения и без крайностей. И одним из таких величайших благ в исламе на самом деле является чистота. Вы только задумайтесь, человек, принимая ислам, произнося свидетельство, которое спасет его как в этой и следующей жизни, говоря «Ашхаду ля иляха илля-Аллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю», он обязан искупаться. И после того, как он принял ислам, вы задумайтесь над тем, что ислам обязывает его мыться. Перед каждым намазом мыться. Намаз – это столб религии, величайший столб. И Аллах Субхану ва Тааля так сделал, что Он не принимает от него этот столб без того, чтобы он был чистым. И на самом деле чистоту, гигиену и все благое ислам научил. Запад научился у ислама. В то время как во дворцах Лувра знать ходила, источая зловонные запахи, мусульмане обучали людей тому, чтобы мыться 5 раз в день, купаться раз в день. И как имам Аль-Газали, не древний, а современный, но он тоже уже покойный, рахимахуллах, пишет в своей книге «Ахлакуль муслим», что желательно мыть руки перед едой. Вуду перед едой. Но вуду перед едой имеется в виду не полное омовение, а вымыть руки. И нет такого блага, как я уже подчеркнул, на которое не указал бы Аллах и Его посланник. Но в то же время и нет такого зла, от которого бы предостерег Аллах и Его посланник. Так вот, одним из таких зол как раз таки является заболевание. Заболевания, имеющие массовый характер. Эпидемии, так называемые. Они были, есть и будут. Эти эпидемии раньше, во времена пророка, они назывались общими названиями, поскольку медицина не была развита. Их называли чумой, проказой и так далее. И относительно этого пришли к нам тексты. В частности, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Беги от чумы, подобно тому, как ты бежишь от льва». Или то, что передает Аиша, приводит имам Ахмад. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Не будет истреблена моя умма, кроме как посредством та'на ва та'ун». Та'н, то есть убийство. И они сказали: мы знаем, что такое та'н. А что же такое та'ун, о посланник Аллаха? И тогда он сказал: «Гуддатун ка гуддатиль ба'ир». Имеется в виду заболевание, которым заболевали, подобно тому, как заболевали верблюды. «Эль-муким биха ка-шахид». Тот, кто застал это, то есть ему надо терпеть, оставаться на месте, подобен шахиду. «Уальфар минха ка-альфар мина захф». Тот, кто убегает, подобен тому, как убегает при нападении. И от Джабира ибн Абдуллаха то же самое, этот же хадис. Или же известнейший случай с Омаром ибн аль-Хаттабом, когда он сказал величайшие свои знаменитые слова: да, мы бежим от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. О чем же? Откуда же эти слова? Так вот, слова эти из этой истории. То есть Омар выходит со сподвижниками, то есть снаряжается, выходит в сторону Шама. И они доходят до местности, которую называли Сарах. Это неподалеку от Ярмука. То есть это где-то вот на территории современной Иордании. И вот ему сообщают о том, что на территории Шама распространилась эпидемия. И он собирает людей, чтобы посоветоваться. Сначала он пригласил к себе мухаджирин аль-ауалин, первых мухаджиров, чтобы посоветоваться с ним. Сообщил о том, что чума
распространилось на землях Шама. И попросил у них совета. Они начали разногласить. То есть кто-то сказал, ты вышел ради великого дела, зачем возвращаться? Кто-то сказал, с тобой сподвижники величайшие, зачем подвергать их опасности? И так далее. Он не удовлетворился этими советами. Дальше он пригласил других. Он сказал, оставьте меня. И сказал, позовите мне ансаровцев. И ансаровцы также разделились во мнении. То есть кто-то сказал одно, кто-то сказал другое. И также Омар не удовлетворился. Он сказал, оставьте меня. И сказал, позовите мне мешеха курайшитов, которые переселились после открытия Мекки. Так вот, они сказали, все единодушно ему сказали, мы считаем, что тебе не стоит подвергать людей опасности и следует вернуться. И тогда Омар ибн аль-Хаттаб утвердился свое мнение, он сказал, все, я седлаю верховое животное. И тогда же Абу Убайда, величайший сподвижник, ему сказал, афираран мин кадарилля, ты бежишь от предопределения Аллаха. И тогда Омар как раз таки ему сказал, о, если бы не ты это сказал, Абу Убайда. Наам, да, мы бежим от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. Как ты считаешь, если у тебя был верблюд, и ты бы остановился в долине, у тебя была бы возможность кормить этого верблюда то на плодородной земле, то на сухой земле. Разве, коль ты будешь пасти своего верблюда на плодородной земле, ты не будешь пасти его по предопределению Аллаха? И наоборот. То есть он ему объяснил это рациональным образом, разумом. И в это время подходит Абдуррахман ибн Ауф, который отсутствовал все это время по определенной нужде. И он сказал, у меня относительно этого есть знание. И привел слова посланника Аллаха, «Ида сами'тум бихи би ардин, фаля туқаддиму алейх». Если вы услышали, что распространилась чума на какой-либо земле, то не вступайте на нее. А если вы находитесь на земле, и она пришла туда, то не убегайте от этого. И тогда Омар воздал хвалу Аллаху. Это вот известный случай со всем полным ее контекстом. Поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял наши мольбы. Кто-то может задаться вопросом, мы все прекрасно ведь знаем, что пророк сказал «нет заразы». Да, пророк ﷺ сказал «нет заразы». Но в то же время пророк ﷺ сказал, пусть ни в коем случае больной не идет или не вступает к здоровому или здоровому к больному. В данном хадисе речь идет про обладателя или владельца здорового верблюда и про обладальца-владельца, хозяина больного верблюда. То есть речь идет про больных верблюдов. Но как бы это ни было, эти хадисы все, они совмещаются, как на это указывает имам Ан-Навави. Нет противоречия в этих хадисах, потому что хадис «ля адва», он связан, нет заразы, он связан с предупреждениями, которые были в те времена во времена джахилии среди даже мусульманского сообщества, они остатки эти остались, да. И пророк ﷺ это лечил. Это известный хадис, и полный хадис звучит так: ля адва, то есть нет заразы, валя тирата, то есть и нет дурных предзнаменований, валя хамма, хамма это птица, да, бума, валя сафар, сафар это название места, и нет сафара. Валя ну, ну это название звезды, и нет звезды. Валя гауль и так далее. Ва ю'джибуни аль-фаль. И мне нравится аль-фаль. Аль-фаль это благое слово или оптимизм. То есть благой настрой, хороший настрой. То есть контекст этого хадиса указывает именно на это, что посланник Аллаха отрицал то, во что верили, суеверия, да, суеверия, которые были. То есть они считали дурным предзнаменованием, когда вот эта птица накаркает типа, да, над домом, и считали, что все жители этого дома умрут. То есть у них такие были предубеждения. И пророк ﷺ это отрицал. И на это указывает этот хадис. И нет противоречий между этими хадисами. Поэтому, дорогие братья,
соблюдайте чистоту. وأنت أخي أقم الصلاة.